Давайте мы сегодня откроем с вами из первой книги Царств, 17 главы, историю. Прочтем эту историю, которая случилась с Давидом, когда он был еще юношей. Я предполагаю так как здесь не написано, сколько ему было лет, но сказано, что это был юноша, я думаю, что ему было до 20 лет. Кто-то говорил, что ему было 17. В некоторых преданиях сказано, что юноши в те времена были до 28 лет. Но я не думаю, что юношество так долго тянулось у этих ребят. Они очень быстро становились мужчинами, потому что жизнь заставляла. Итак, первая книга Царств, 17 глава, с 1 стиха. «Филистимляне собрали войско для войны и пришли в поселение Соха, что в Иудее. Они разбили лагерь в Ефес-Дамиме между Соха и Азикой. Саул и израильтяне собрались, расположились лагерем в долине Эла и выстроились против филистимлян. Филистимляне стояли на одном холме, а израильтяне на другом. Между ними была долина. Из филистимского лагеря вышел борец по имени Голиаф, родом из Гата. Ростом он был около 3 метров. На голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую кольчугу весом около 57 килограмм. На ногах у него были бронзовые наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. Древко его копья было большое, как ткац киновой, а железный наконечник весил около 7 килограмм. Перед ним шел его щитоносец. Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам: «Зачем вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин, а вы не рабы Саула? Выберите человека, пусть он спустится ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам служить». Филистимлянин сказал: «Сегодня я бросаю израильтянам вызов. Выберите человека, чтобы нам сразиться друг с другом». Услышав слова филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались. Здесь мы пока приостановимся. Когда я тоже молился в это время, начало года, я внутри своего сердца искал от Бога ответ. Что ты хочешь, Господь, или куда ты хочешь нас, Господь, вести, о каких вещах необходимо говорить, что необходимо делать в твоей Божьей церкви, что вообще ты собираешься делать. И Дух Святой мне сказал: я очень сильно хочу, чтобы ты вернул церковь к пониманию слов. Когда я читал это место Писания, я дошел до этого стиха, и здесь я был удивлен, услышав слова филистимлянина. Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались. Представьте себе, 2 армии стоят. Войны еще нет. Еще ничего не происходит. Они просто стоят друг напротив друга. Но одна армия уже полностью деморализована. Одна армия уже не способна сделать ничего, потому что она уже морально побеждена. Одна армия, причем это Божья армия, она уже не способна ни на какие подвиги. И вопрос: что произошло? Что случилось? Войны еще нет, но фактически эту армию уже победили. Знаете, иногда мы еще не начали воевать, иногда мы еще не начали делать никакие дела, но внутри мы уже деморализованы или мы уже побеждены. Бывает с вами такое? Ты заранее внутри понимаешь, что у тебя ничего не получится, что ты не справишься, что какой смысл о чем-то молиться, какой смысл ставить какие-то цели, что все равно ничего не произойдет. Бывает с вами такое? Вот здесь они еще ничего не стали делать. Они еще, скажем так, они не столкнулись и не померились силами. Но внутри израильтяне уже были побеждены. А вопрос: что случилось? Что случилось? Библия говорит: услышав слова филистимлянина. Скажи со мной: слова создают атмосферу. Скажи это своему соседу: слова действуют. Представьте себе, вышел просто человек. Да, он 3-метрового роста.
Да, может быть, он эксперт в каких-то областях жизни. Да, может быть, когда-то что-то в его жизни происходило. И этот человек просто говорит какие-то слова. Этот человек говорит слова, и он изо дня в день просто этими словами запугивает. Он изо дня в день этими словами производит атмосферу. Каждый из нас, мы выросли в какой-то атмосфере, которая была создана словами. Дай Бог, и слава Богу, если мы выросли в атмосфере, где нам родители говорили: сынок, у тебя все получится. Да, может быть, папка твой не может тебе сегодня всего дать в жизни, как Билл Гейтс. Он не может тебя там в Массачусетский университет отправить учиться. Может быть, он не может тебе дать какой-то первый, я не знаю, там взнос, бизнес-взнос. И много чего папка твой не может, но у тебя все получится. Ты талантливый человек, ты человек с идеями, ты человек, у которого в жизни все будет хорошо, потому что Бог за тебя. Кто вырос в такой атмосфере? Мы совершенно в другой атмосфере выросли. Знаете, эта атмосфера, она нас сегодня везде окружает. Ты выходишь на улицу, здесь ты в церкви слышишь слова Божии, выходишь на улицу, а там своя атмосфера, приходишь домой, а там своя атмосфера, потому что люди когда-то что-то говорили и продолжают говорить на нашу жизнь. Ты даже можешь выйти отсюда счастливым и радостным, но какая-то информация вот здесь, за этой дверью, с которой ты встретишься, она может просто тебя убить изнутри, она может поломать тебя изнутри. Вы же понимаете, о чем я говорю? Слова – это самая сильная вещь в духовном мире. Бог создал словом все, что мы видим сегодня вокруг нас. Слова – это то, что продолжает действовать сегодня с нашего детства. Слова, сказанные родителями, это то, что продолжает сегодня в 50 лет нам уже многим. Кому-то за 40, кому-то за 30, кому-то за 20. А слова продолжают делать свою работу. И дай Бог, если это Божьи слова. Здесь написано, что еще войны не было, были просто слова. Человек просто говорил слова. А знаете, еще одна интересная история. Сейчас я немножко хочу отвлечься от этой истории, потом мы вернемся к Давиду. У нас нет этой истории на слайдах, но я хотел бы, чтобы мы прочитали ее в Библии. Это первая книга Царств, потом мы вернемся к 17 главе. Сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели на 25 главу. Это тоже очень интересная история про Давида в том числе. Когда написано, это первая книга Царств, 25 глава, если у вас Библия недалеко, откройте, если далеко, слушайте. Один человек в городе Маоне, это со 2 стиха я читаю, который владел имуществом в Кармиле, был очень богат. У него была 1000 коз и 3000 овец, которых он стриг в Кармиле. Его звали Навал. Помните эту историю? Потрясающая история. О чем история? Я не буду всю прочитывать, я прочитаю там вообще конец этой истории. История такая, что этот человек устроил пир, а в это время Давид со своими воинами, около 600 человек у него было в его божественной банде, он скрывался неподалеку, он находился в то время в гонениях, он скрывался неподалеку, он услышал, что там пир идет. И он говорит: ребят, это же тот самый парень, чьих овец мы все время охраняли от разбойников, от всяких разных злых людей. Мы же фактически благословляли его все эти годы. Может быть, мы сейчас придем к нему, и он в ответ нас благословит. И он посылает туда ребят к нему, к этому Навалу, и говорит: наш предводитель Давид просит тебя просто оказать некую услугу. У тебя сейчас идет пир, поделиться с ним со своего стола пира, поделиться какой-то едой. И если вы будете читать эту историю, вы увидите этого человека с надменным сердцем, который говорит: кто такой Давид вообще? Сейчас много этих беглых рабов, которые бегают здесь у нас по горам. Но что самое интересное, его люди, они знали, что пришли слуги Давида, и они были благодарны этим слугам Давида за то, что все это время они оказывали им определенную, не знаю, такое слово, если использовать, покровительство. И они, знаете, они несолоно хлебавши, разворачиваются, Навал им говорит: валите отсюда, буду я еще тут всяких Давидов и их приспешников кормить.
Помните, что происходит дальше? Слуги приходят к Давиду и говорят: нам Навал отворот-поворот. Сказал: валите отсюда, я вообще не знаю никакого Давида. И таких, как этот Давид, бегает по горам куча людей. Давид говорит: хорошо. 600 человек у него, армия. Он говорит: припоясались и пойдем. И в это время происходит удивительная история, что слуги, которые были свидетелями того, что происходило между слугами Давида и Навалом, они пришли к жене этого Навала, ее звали Авигайль. И они сказали: госпожа наша, ты не представляешь, что сейчас было. Они пересказали всю эту историю. А она женщина мудрая. Она понимает, во что все это может превратиться, или к чему это все может привести. И она быстренько собирает этих своих ослов, наваливает на них кучу еды, вина и идет навстречу армии Давида. И они встречаются недалеко от дома этого Навала. Она падает перед ним ниц, она просит прощения за глупость своего мужа. И Давид, оказывая милость, мудрости этой женщине, разворачивается. Они забирают там еду эту, они разворачиваются и уходят. В это время я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что происходит. Это 35 стих, если не ошибаюсь. В это время пир горой у Навала дома. Когда, 36 стих, когда Авигайль вернулась к Навалу после встречи с Давидом, я вам очень коротко рассказал, 34 стиха. Он был дома и сидел на пиру, подобном царскому. Он был весел и сильно пьян, музыка играет. Люди счастливые, все улыбаются друг другу. Она ничего не сказала ему до рассвета. Утром, когда Навал протрезвел, жена рассказала ему обо всем. Ребят, вот только что этот человек счастливый. У него там музыка, там кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Этот человек просто, знаете, на расслабоне, жизнь удалась. У него пир горой, куча денег, все есть в жизни. И единственное, что на утро он слышит определенную информацию. И вот здесь так интересно, как этот человек реагирует на информацию. Библия говорит: утром, когда Навал протрезвел, жена рассказала ему обо всем, что было вчера. Причем это уже прошло. Уже все, опасность миновала. Но Писание говорит, что его сердце замерло, и он будто окаменел. Спустя примерно 10 дней Господь поразил Навала, и он умер. Что случилось с парнем? Сердечный приступ. Почему? Вот же вчера он еще веселился и ликовал. Вот же вчера он еще, как не в себя, там по 10 литров вина всасывал. Вот же он полбарана съел и в очередной раз похвастался перед всем своим родом, что он один может полбарана заточить. Вот же еще все вчера было хорошо. Что случилось с его сердцем? Информация. Слова. Не знал бы он этих слов, не сказала бы ему Авигайль о том, что было вчера, не сказала бы она о тех вещах, которые вчера висели над ним как опасностью, он бы дальше кайфовал. Согласитесь? Знаете, что такое слова? Слова – это то, что созидает или разрушает. Слова – это то, что создает определенную атмосферу в нашей жизни. Поэтому Бог нам говорит, чтобы мы свою жизнь, свою голову, свои мысли опутали словами Божьими. Потому что нас вокруг, Библия говорит, в этом мире мы будем иметь кучу скорби. Этот мир, он будет постоянно в скорби. Но когда мы наполняемся Божьими словами, мир мой, он говорит, будет жить внутри вас. Иисус так сказал. Я хочу, чтобы ты сегодня обратил внимание на те слова, которыми ты кормишь свою душу, которыми ты кормишь свою жизнь. И знаете, вот здесь мы читаем про филистимлянина. Давайте обратно вернемся в 17 главу. Мы читаем про филистимлянина. Он еще даже не показал, что он может. Все, что он показал, это то, что он рассказывал о себе, и он бросал этот вызов израильтянам. Он обещал их уничтожить, убить, растоптать, разорвать, но он еще даже не показал своей силы. Он еще ничего не сделал. Он просто говорил слова в их жизнь.
И здесь с 11 стиха, на 11 стихе мы остановились, услышав слова филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались. Дальше. Давид был сыном Ефрофянина по имени Иисея из Вифлеема, что в Иудее. У Иисея было 8 сыновей, и во времена Саула он достиг преклонных лет и был старший между мужчинами. 3 старших сына Иисея пошли за Саулом на войну. Первенца звали Элиаф, второго сына Авинадав, а третьего Шама. Давид был самым младшим. 3 старших сына пошли за Саулом, а Давид ходил к Саулу и возвращался в Вифлеем, чтобы пасти овец своего отца. Здесь про Давида написано, что он простой пацан, пастух. Он даже не воин. Он никогда не был связан с военным делом. Он даже не занимался борьбой. 40 дней филистимлянин выходил каждое утро и каждый вечер и бросал свой вызов. Иисей сказал своему сыну Давиду: возьми ефу поджаренного зерна и 10 лепешек для братьев и поспеши к ним в лагерь. Возьми еще 10 голов сыра для 1000 начальника. Проведай братьев и принеси от них какую-нибудь весточку. Они вместе с Саулом и всеми его людьми в долине Элла воюют с филистимлянами. Рано утром Давид оставил стадо другому пастуху, взял ношу и отправился в путь, как велел Иисей. Он добрался до лагеря, когда войско с боевым кличем выходило на свои места. Израиль и филистимляне построились в ряды друг напротив друга. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды поприветствовать братьев. Когда он говорил с ними, Голиаф, филистимский воин из Гата, выступил из рядов и прокричал свой обычный вызов на бой. И Давид услышал его. Увидев этого человека, израильтяне убегали от него в великом страхе. Они говорили: видите, как выходит этот человек? Он выходит, чтобы бросить Израилю вызов. Царь одарит большим богатством того, кто убьет его. И еще он даст ему в жены свою дочь и освободит от налогов семью его отца в Израиле. Давид спросил у людей, которые стояли рядом с ним: что будет тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет позор с Израиля? Кто он такой, этот необрезанный филистимлянин, чтобы бросать вызов войскам живого Бога? Вот знаете, даже вот в этом вопросе, который задает Давид, звучит что-то уникальное или что-то удивительное. Простой пацан спустился с гор. Он все это время с баранами там общался. Он пас баран, овец, баранов. Этот человек, я думаю, он знал все тропы в горах, он знал, где какая трава, он знал, где какой ручей, где можно напоить, где можно накормить овец. Он ничего не знал в военном деле. Он был вообще молодой пацан. Он случайно попадает на эту войну, и когда он слушает, что говорит этот филистимлянин, и он задается вопросом: а что будет тому, кто победит его? И вообще, кто он такой, чтобы говорить такие слова на войско всемогущего Бога? Друзья, этот человек понимал свою позицию. Он понимал, кто он такой в Боге своем. Так круто, когда мы сегодня как церковь, когда мы сегодня как Божьи люди, мы будем понимать, кто мы такие во Христе Иисусе. Так классно, когда мы будем понимать, что нам принадлежит сегодня от нашего Бога. Наша позиция, она не от наших чувств, она не от нашей позиции в церкви, пастор я, или просто я прихожу сюда со вчерашнего дня. Неважно, если ты дитя Божие, у тебя есть определенная позиция в Царстве Божьем. И с тобой, с твоими устами, с твоими словами весь духовный мир будет считаться. Слышите меня? Я хотел бы, чтобы мы открыли первое послание Петра, 2 главу. Там написано, и тогда еще не было этого места Писания, но Давид что-то знал из этого места Писания. Там написано, что мы род избранный. Это сегодня про тебя и про меня. Мы сегодня не просто люди. Мы сегодня не просто какие-то обычные жители планеты Земля. Мы избранные люди, про которых Бог говорит: мы цари и священники Его. Мы святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Это наша позиция. Он призвал нас из тьмы в свой чудесный свет. И 10 стих. Вы, которые раньше не были народом, теперь стали народом Божьим. Раньше не знавшие милости, теперь же помилованные.
Про тебя и про меня сказано, что мы не просто люди, мы не случайные люди, мы избранные, святые, возлюбленные Богом для того, чтобы возвещать славные дела Божии, того Бога, который живет на небесах, возвещать Его славу здесь на земле. Это наша позиция. Это то, что я не могу купить, приобрести, заслужить. Это то, что приходит ко мне через смерть Господа Иисуса Христа и через мое принятие Его жертвы, через мое усыновление, которое я получаю через жертву Господа Иисуса Христа. Скажи, я святой человек Божий. Скажи со мной, скажи. Скажи это со мной. Я святой человек Божий. Я возлюбленный. Я призванный. Я царь и священник всемогущего Бога. Вот эти места Писания из 1 Петра я советую всем. Каждое утро, когда ты просыпаешься, неважно, как ты себя чувствуешь. Чувствуешь ты себя хорошо или чувствуешь ты себя плохо. Чувствуешь ты себя больным или чувствуешь ты себя сегодня здоровым. Провозглашай свою позицию во Христе, утверждай ее. Потому что от этой позиции ты будешь именно понимая свою позицию, ты будешь правильно смотреть на ситуации вокруг себя и будешь способен правильно реагировать на любую атмосферу, которая создается словами, и создавать свою собственную атмосферу. Правильную атмосферу. Друзья, я хотел бы, чтобы мы снова вернулись к нашему другу Давиду. Знаете, он еще не читал тогда первого послания Петра, но внутри него Дух Святой уже это произвел. Он знал, кто он такой в Боге. Он знал, кто такой его Бог. Он знал, что, может быть, в глазах других людей он простой пастух. В глазах других людей он всего лишь 8-й сын в многодетной семье. В глазах других людей он всего лишь человек, который по жизни будет пробиваться и чего-то достигать. Но он что-то знал о своем Боге, который призвал его. И он очень твердо и четко стоял на этом. Так классно. Знаете, вот вокруг нас вызовов куча. Что такое вызовы? Это когда сегодня ты, например, вышел из родительского дома, тебе 20 лет, а у тебя ни автомобиля нет, ни бизнеса нет, ни жилья нет своего, ни хорошей семьи у тебя нет, да ничего у тебя нет. Просто вот есть воспоминания о том, как ты жил в отцовском доме, и ты приехал, например, в Бишкек откуда-то. Или, может быть, ты... Я не знаю, приехал в какой-то другой город, может быть, кто-то нас там смотрит из других городов. И ты думаешь, кто я такой? Где я возьму то, 3, 10, 15? Иногда общаешься с людьми, и ты понимаешь, вся наша жизнь – это бесконечные вызовы, у нас ничего нет. И вот когда у нас ничего нет, это всегда место, где Бог будет делать свои чудеса, если ты согласен на эти чудеса. Если ты не ограничиваешь себя, не говоришь, я всего лишь простой, я всего лишь простой пастух. Я никогда не смогу купить квартиру в Бишкеке. С чего ты взял? Ну так дорого все, всегда было дорого. Люди любят говорить так, сейчас все дорого, всегда было дорого. Когда квартиры стоили в Бишкеке $3000, это было супер дорого. Потому что $3000 тогда это была просто несусветная сумма денег. Когда, например, сегодня квартиры где-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь в городке маленьком, они стоят, там, например, $10 000, ты сидишь в Бишкеке и думаешь, аллилуйя, было бы здесь так, за $10 000 я бы уже 5 раз себе квартиру купил. А для того человека эти $10 000, который там живет в маленьком городишке, это огромная сумма денег. Так же, как для тебя 30 000 огромная сумма денег. Так же, как для немца 300 000 евро огромная сумма денег. Так же, как для жителя Нью-Йорка 500 000 долларов это огромная сумма денег. Это стоимость квартир я называю. Но Бог везде один и тот же. Он найдет 100 возможностей тебя благословить. Друзья, я хочу, чтобы внутри нас сегодня ломались все эти ограничения, которые нам навязал дьявол, что мы не сможем, у нас не получится, мы никто. Что делал этот филистимлянин? Он говорил, вы никто, вы ничего не сможете, у вас ничего не получится, и вы будете моими рабами. Сегодня дьявол то же самое, в любой сфере моей жизни то же самое говорит. Когда в семье проблемы, когда столкнулись два характера, муж и жена, и тебе кажется, что все, вы никогда не сможете построить хорошую семью. Кто тебе сказал? Дьявол. Я пытался, я пробовал, ничего не изменилось.
Все будет хорошо, если ты начнешь следовать божественным инструкциям. Все будет хорошо в финансах, если ты начнешь следовать Божьим инструкциям. Все будет хорошо, друзья. И мы будем побеждать, когда у тебя правильное понимание того, кто твой Бог, кто ты, в кого ты веришь. Давайте посмотрим, что он дальше говорит. Это вообще суперинтересное место Писания. Ему люди повторили, что говорили раньше, и сказали: вот что будет тому, кто убьет его. Когда Илиав, старший брат Давида, услышал, как тот говорит с людьми, он разгневался на него и спросил: что ты пришел сюда? На кого ты оставил там немногих овец в пустыне? Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву. Очень любил брата, очень благословлял брата. Ну, как в наших семьях практически. Практически. А причем, знаете, что самое интересное? До этого Бог говорит, что я избрал Давида, и он человек по сердцу моему. То есть Давид нравился самому Богу. А его брат говорит: ты вообще с тщеславным и гордым сердцем приперся сюда. Чего ты смотришь на эту войну? Ты пришел сюда понаблюдать над нами, поприкалываться над нами. И Давид ему говорит: а что я сделал? Мне что, даже поговорить нельзя ни с кем? Он отвернулся от него к какому-то другому и заговорил о том же самом, и народ отвечал ему, как и прежде. Друзья, есть люди, которые нас, знаете, они нас ни во что не ставят. Они над нами насмехаются над нашей верой. Они насмехаются над нашими какими-то вот этими священными вещами, которые для нас являются чем-то святым. С ними не надо спорить, здесь вообще круто написано. Давид отвернулся от него. Чем мне с тобой сейчас доказывать, что я не тщеславный человек, не гордый человек? Он говорит: я даже этим заниматься не буду сейчас. Если у тебя есть сегодня люди, которые тобой пренебрегают, которые тебе говорят: ой, ничего у тебя не получится, ой, ты никто, ой, ты посмотри, ты на себя в зеркало смотрел, просто отвернись от этого. Отвернись, скажи: ой, я не буду с тобой больше разговаривать. Он отвернулся от него к кому-то другому и заговорил о том же самом. Когда слова Давида передали Саулу, он послал за ним. Давид сказал Саулу: не падайте духом, друзья, из-за этого филистимлянина. Твой слуга пойдет и сразится с ним. Послушайте, я просто, знаете, вот я когда читал все эти истории, я представлял, что там происходило. Царь Саул, там он в своей короне, он там в своих латах, доспехах, у него оруженосцы, там движуха, штаб бегает, там, и приходит пацан какой-то, говорит: don't worry, все будет хорошо, не переживайте вообще. Я обо всем позабочусь. Ты кто, салага? Щегол, ты откуда взялся вообще? Я не представляю, что у Саула в тот момент в сердце происходило. Это же история, она, знаете, мы ее читаем, она вот такая вот прям описывается, вот так это все было, вот так. Это все вот как у нас между людей. Представьте себе там какой-нибудь важный человек, какой-то политик, и к нему приходит какой-то с улицы. Я знаю выход, я знаю, что сделать, чтобы экономика Кыргызстана в 3 раза выросла в течение 2022 года. Ты кто вообще? Вали отсюда. Саул ответил ему сразу. Вот знаете, как это бывает с нами? Мы ставим какие-то цели, мы понимаем, Бог нас призывает что-то побеждать, а все вокруг нас против. Библия говорит: Саул ответил ему: ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Сколько у нас есть сегодня целей, о которых мы боимся даже подумать. Потому что уже нам дьявол сказал: ты не можешь это получить. Ну почему? Потому что у тебя для этого нет возможностей. Знаешь, я хочу сказать, когда у тебя есть возможности какие-то цели достичь своими руками, своими человеческими способностями, то это уже не цели с Богом. Цели с Богом – это когда ты выше своих возможностей или выше своих способностей прыгаешь вместе со Христом. Слышите? 2022 год, поставь такие цели, которые ты будешь понимать точно, что только Бог может помочь тебе эту цель достичь. Своими силами я это не смогу. Что это за цель такая? Вот у меня цель в 2022 году купить машину, у меня $3000 есть. Так и дурак может. Доставай свои $3000 и иди на базар и покупай машину. Другое дело, когда у тебя ничего нет.
И ты говоришь, моя цель, я хочу от малого к большему, я хочу двигаться, я хочу, например, в этом году получить маленький автомобиль, в следующем году чуть побольше и потом развиваться. То же самое, хочу в этом году комнату купить, хочу в следующем году на однушку эту комнату поменять, из однушки потом в двушку перерасти, потом из стрёмного района в хорошее место, в центр или в спальный район. Слышите, друзья? Нет, ты не можешь. Как часто мы это слышим в своей голове? Мы еще ничего делать не начали. Внутри мы молимся так, Господь, может мне бизнес начать? Кто-то внутри нас, вот здесь кто-то, там он живет. Нет, ты не можешь. Ну почему? Может мне за квартиру начать за свою молиться? А то я здесь живу на съемном доме непонятном, там холодно, газа нет, все не так, как надо. Нет, ты не можешь. Ну почему? Господь, может быть, мне молиться, чтобы мне уже там 25 лет, чтобы мне жениться или замуж выйти? Нет, ты не можешь. Сколько внутри нас, вот этот филистимлянин, этот дьявол понастроил внутри нас этих твердынь. Когда к человеку приходишь и говоришь, а что ты за это не станешь молиться? Я не могу. В смысле? Мне не получится. Ну ты же не пробовал. Ну, предпосылок нет. Мы еще ничего не сделали, мы еще даже знаете, шаг не шагнули, но мы уже не можем. Ты попробуй. Куда бы мы ни приезжали с женой, много лет мы занимаемся миссионерской работой. Куда бы мы ни приезжали, каждый раз мы сталкивались с одной простой проблемой. Где жить или как жить? Каждый раз дьявол начинал говорить. Откуда? Как? Где? Я помню, в Екатеринбурге мы жили, мы почти 5 лет прожили в Екатеринбурге, и там цены на жилье были примерно такие, где-то 70 тысяч долларов, ой, даже больше, наверное, 70-80 тысяч долларов стоила однокомнатная квартира. В те времена мы здесь дом продали за 40 тысяч долларов, и у нас не было возможности даже однушку купить. Я помню, когда к нам приехала бабушка, она говорила, надо что-то сделать, чтобы хотя бы вот купить однушку. И потом, вот знаете, вот такими вот, как в поезде эти полки, я не буду говорить, как в тюрьме, да, там, нары, а вот как в поезде бывают двухъярусные такие эти кровати по всем стенам понаставить, но хоть в чем-то своем жить. И, честно говоря, каждый раз, когда мы начинали с Алиной молиться, и мы говорили, Бог, мы хотим, чтобы Ты дал нам жилье, чтобы у нас был достойный там свой какой-то, я не знаю, дом, или мы молились о квартире на то время, дьявол нам каждый раз говорил, нет, у вас не получится. Где вы возьмете столько денег? И я вспоминаю, когда невероятным образом просто Бог благословил нас отовсюду, и в один прекрасный день у нас там на руках было порядка, я не знаю, 150 тысяч долларов, наверное, нет, 120 тысяч долларов. И мы приехали и купили 4-комнатную квартиру. 4-комнатную квартиру. Знаете, когда мы въехали в нее, я вот так ходил, трогал стены и говорил, Бог, вот это все, что я могу потрогать сегодня, это все одно невероятное сплошное чудо. Просто это чудо. Это чудо. Я могу сегодня держаться за чудо, могу благодарить Бога за чудо, могу видеть, как Ты можешь больше, чем могут мои мозги. Мы когда-то думали, ой, нам хотя бы однушечку каким-то образом себе позволить купить. И Бог благословляет гораздо больше. Бог хочет нас благословить гораздо больше. Но вот здесь, в нашей голове, уже кто-то там наговорил. Ты не сможешь, у тебя не получится. Ты вообще на что рассчитываешь? О чем ты думал вообще? Когда ты начал молиться, ты вообще каким образом себе предполагал Бога? Что Он что, тебе вывалит эту квартиру, что ли? Он нашел возможность. И знаете, в чем прикол всего? Буквально через 9 месяцев или через 10 месяцев мы эту квартиру продали. Но мы ее продали на 30 тысяч долларов дороже, чем мы ее купили. А еще больший прикол в том, что люди, которые нам первые продали эту квартиру на 30 тысяч дешевле, они ее год продать не могли. Они ее и так продавали, и сяк продавали. И я видел, как Бог благословляет, когда над Божьим народом Его рука, как Бог благословляет, когда мы просто молимся, мы говорим, Господь, я не знаю как, но я знаю, что Ты можешь. Я не знаю, каким образом, я знаю, что Ты есть, я знаю, что Ты воздаешь ищущим Тебя. У Давида была подобная психология. Знаете, что самое интересное? Когда
Давиду сказали: ты не можешь выйти против этого филистимлянина, потому что ты всего лишь мальчик, а он воин с юных лет. Давид парировал такими словами. Он говорит: твой слуга все это время пас отцовских овец. И когда, бывало, лев или медведь приходил и уносил из отары овцу, я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти. Когда же он бросался на меня, я хватал его за шерсть, разил и убивал. Твой слуга убивал и льва, и медведя. Этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого Бога. Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня от руки и этого филистимлянина. Саул сказал Давиду: иди, и да будет с тобой Господь. Давид продолжал говорить, продолжал утверждать, продолжал провозглашать то, что Бог уже сделал в его жизни. Друзья, зачем мы иногда благодарим Бога? За разные вещи, которые случились в нашей жизни. Мы создаем атмосферу веры в нашей жизни. Мы стоим сегодня, знаете, мы стоим сегодня перед вызовами, мы стоим сегодня перед определенными вершинами, нам надо что-то достигать, и нам кажется, это огромная гора, на которую невозможно подняться. Нам кажется, это огромный вызов, с которым мы не справимся. Давид здесь говорит: я побеждал льва, побеждал медведя, все это происходило в моей жизни, и то же самое. Сегодня я буду побеждать этого филистимлянина. Это просто новый уровень. Когда ты благодаришь Бога за то, что было доброго от Бога в 21-м, в 20-м году, ты просто утверждаешь или ты готовишь плацдарм для новых свершений веры в своей жизни в 22-м году. Поэтому не переставай благодарить Бога сегодня за то, что ты уже достиг вместе с Ним. И знай одно, что твои слова, они сегодня созидают атмосферу веры в твоей жизни. Благодари Бога. Сегодня благодари Бога за перемены в твоем муже. Благодари Бога за Божию работу в твоих детях. Благодари Бога за то, что Он там вытащил тебя уже из огромного количества долгов, которые у тебя были. Он уже что-то сделал с тобой, связанное там, я не знаю, с твоей духовной жизнью, с твоим характером, уже произвел перемены. И благодари Бога за то, что дальше Он продолжит делать это с еще большей силой. Когда мы благодарим, вот здесь Давид, он практически благодарил Бога за то, что когда-то он вместе с ним достигал, и он продолжал говорить, продолжал утверждать, продолжал провозглашать какие-то вещи. Говори сегодня на свою жизнь правильные слова. Говори сегодня Божьи слова на своих детей. Говори сегодня Божьи слова на свое здоровье. Говори сегодня Божьи слова на финансы на свои. Говори сегодня Божьи слова. Просто бери это из Писания, выписывай и провозглашай это на свою жизнь, потому что это то, что будет строить твою жизнь. Еще дальше мы читаем, что самое интересное, на этом Давид не останавливается. Когда его там пытались садить в кольчуги, он понял, что это не его. Он пошел, Библия говорит, взял в руку посох, 40 стих, выбрал себе в ручье 5 гладких камней, положил их в свою пастушью сумку и с прощой в руке приблизился к филистимлянину. Тем временем и филистимлянин со своим щитоносцем приближался к Давиду. Когда филистимлянин увидел Давида, румяного и красивого, Не, ну подождите. Румяный и красивый воин вышел. Когда филистимлянин увидел Давида румяного и красивого, он с презрением посмотрел на него, я бы тоже был удивлен. Он сказал Давиду: разве я собака, что ты идешь на меня с палками? Филистимлянин проклял Давида своими богами. Знаете, он здесь даже уже не стал говорить ничего, он просто проклял своими богами, он начал материться. У него других слов уже не было. Он смотрит на этого пацана румяного и красивого. Что, во всем Израиле нормального воина не нашлось, что ли? Иди сюда, я отдам твою плоть небесным птицам, земным зверям. Давид сказал филистимлянину, он продолжает говорить. Давид что-то понимал о словах. Давид что-то в этом понимал. Ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком, а я иду против тебя во имя Господа сил, Бога армии Израиля, которым ты бросил вызов. Сегодня Господь отдаст тебя мне, и я сражу тебя и отсеку тебе голову. Сегодня я отдам трупы филистимского войска небесным птицам и земным зверям, и весь мир узнает, что есть Бог в Израиле. Все, кто собрался здесь, узнают, что Господь спасает ни мечом и ни копьем, ведь это битва Господа, и Он отдаст всех вас в наши руки. Румяный и красивый мальчишка вышел, знаете, это
тщеславный и самонадеянный, ты что базаришь вообще? Он что-то знал о словах. Он вышел и он провозглашал. Он ходил и топал ногами. Он ходил и говорил о том, что будет сегодня с этим филистимлянином. Я думаю, у этого мужчины 3-метрового роста, у него шок был. Он говорит, мало того, что пацана выставили против меня, еще какого-то дурного пацана. То ли он обкуренный, то ли он удолбанный, то ли его чем-то накачали. Он вышел и не перестает орать на меня какие-то вещи. Он просто провозглашал то, что будет делать Бог. Так и случилось. Знаете, дочитайте дома до конца, у нас просто нет возможности. Я читаю эту историю, я в очередной раз одной вещи у Давида учился. Что мы сегодня, это выводы определенные, мы сегодня своими устами создаем атмосферу. Каждый из нас, мы живем в атмосфере слов. Ты приходишь домой, кто-то построил определенную атмосферу. Если были сказаны злые, негативные слова, или на тебя, или просто это было провозглашено, эта атмосфера будет висеть в твоем доме. Когда ты хочешь достигать какие-то цели, атмосфера, которую тебе надо будет победить, атмосфера неверия, атмосфера страха, атмосфера сомнений, атмосфера вот этих ограничений, которые дьявол нам навязывает, что мы не сможем, у нас не получится, у нас нет шансов. Вот эту всю атмосферу мы можем побеждать только той атмосферой, которая внутри нас. На самом деле победители – это люди, которые научились созидать духовную, правильную атмосферу внутри себя и распространять эту атмосферу вокруг себя. Последнее место Писания мы закончим. Это Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Давид еще не знал этого места Писания, но это вечные истины. Здесь написано так, это Иисус говорит эти слова. «Говорю вам истину, если кто-то скажет этой горе, поднимись и бросься в море, и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет». Дальше, 24 стих. «Поэтому говорю вам», это слова Иисуса, «о чем бы вы ни молились, чего бы вы ни просили, верьте, что вы уже получили это, и будет вам». Это принципы веры, которыми жил Давид. Это то, чему нам надо сегодня учиться, в чем нам нужно двигаться, и каждый из нас мы будем побеждать в тех сферах, в которых мы сталкиваемся с филистимлянами. Мы будем созидать или создавать новую совершенно атмосферу благодаря нашим словам. Аминь.